Персонально ваш. Здравствуйте. На «Эхе Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». В студии Руслан Валиев. И в гостях нашей студии сегодня новый гость, новый герой программы, руководитель Координационного совета общественных организаций по развитию башкирского языка и культуры, один из разработчиков госпрограммы по сохранению и развитию государственных языков республики на 19-24 годы Тимур Мухтаров. Здравствуйте. Добрый день. Мы, как и всегда, в прямом эфире, и вы можете нашему гостю присылать свои вопросы с помощью номера для СМС-сообщений и сообщений в мессенджере Telegram. Я его напомню, +7 927 304 1051. Пожалуйста, не забывайте подписываться и смотреть нас в Фейсбуке и на Ютубе, а также ставить, конечно же, лайки. Ну что, тема, которая сегодня взята в качестве основной, она у нас так или иначе звучит в программах, но сегодня хочется все-таки в ней разобраться более подробно. На ваш взгляд, наверняка она существует, а не надумана, да, как некоторые говорят. Согласны вы с этим? Да, это очень наболевшая проблема. Ага. Ну, начну, наверное, с самого простого, что знают наши слушатели. У нас обычно как? За добровольное или против добровольного изучения языка? Вот вы какую позицию здесь исповедуете? Я за добровольное изучение языка, при том, чтобы это было всеобщим. Вас устраивает такой ответ? Ну, парадоксально? Да, немного странно, потому что то, что мы видим сейчас, я как родитель могу свидетельствовать о том, что сам вижу. Изучение родных языков стало добровольным, в том смысле, что люди могут выбрать, да, и, соответственно, они не всегда изучают тот язык, который там хотелось бы, может быть, кому-то, да, то есть вот в городе, например, многие дети выбирают русский язык в качестве родного, хотя они сами не являются там русскими, а являются башкирами или татарами. То есть расшифруйте свою позицию, что вы имеете в виду, это как? Ну, я бы на этот вопрос ответил в ходе дальнейших рассуждений, но в плане того, что вы спросили, я бы хотел ответить так, что, несмотря на все, я считаю, что это нормально, когда государственный язык республики является обязательным. Тут не надо говорить о том, что это принудительно, это другой термин, это, я считаю, неправильный, но при этом это добровольный выбор, и здесь из этого как бы такую постановку вопроса, противопоставления делать не следует. И дальше вот я уже объясню, в чем как бы более глубокие причины. Ну да, наверное, все-таки в причинах хотелось бы разобраться того, что, например, родители все-таки не всегда выбирают в качестве родного башкирский, например, будучи сами башкирами. Почему это происходит? Это происходит по многим причинам. Конечно, я как ученый могу здесь много чего говорить, но самый основной вопрос это в политическом статусе и вообще не только политическом, в более широком смысле общественный статус башкирского языка. Да, он невысок. Это проблема, которая у нас, в общем, является запущенной с тех еще времен, которые с момента еще принятия закона о государственных языках народов Республики Башкортостан. Мы сейчас говорим только про Башкирию или мы говорим в целом, что во всех субъектах такая история? Я бы не сказал, что во всех субъектах такая история. Меня больше вообще как бы я нацелен на том, чтобы обсуждать ситуацию в Республике Башкортостан. Конечно, во всех субъектах по-разному. Понял. Ну тогда говорим о нас. То есть у нас не очень с популярностью получается. С тех самых пор, когда еще впервые при Муртазе Рахимове был принят закон первый раз. Да, так точно. Почему это происходит? Это происходит, я считаю, во-первых, из-за того, что у нас не было правильно выбрана как бы цель государственной языковой политики. Мы в нашей республике двигались, скажем так, и сейчас движемся по какому-то инерционному сценарию, который у нас еще идет со времен Советского Союза. Мы знаем из истории, что в 20-х и начале 30-х годов у нас существовал такой эксперимент при раннем СССР, когда была коренизация, разрабатывались государственные языки, языки народов СССР, и был такой определенный бум. Но потом как бы этот импульс иссяк,
но какое-то инерционное вообще движение продолжалось, и после того, как закон был принят, инерционный сценарий не изменился, и он продолжался до сих пор. А нужно было его изменить, но не было людей, которые бы могли изменить текущее положение. Не было людей в руководстве, в правительстве, получается, да? Или где? Это комплексный вопрос. И в обществе не хватало людей, и в правительстве не хватало осознания, осознанного вообще подхода ко всему этому. И только сейчас, вот, я думаю, это начинает как-то формироваться. Мгм. Ну вот в то время я помню, да, это время, когда закон о языках был принят, у нас повсюду в республике стали заново, получается, делать вывески на 2 языках, бизнес заставляли их перевешивать, и, в общем, вот эти вот внешние признаки закона о языках, они были очевидны. То есть, казалось бы, он работал. Но, получается, я правильно ли вас понимаю, что вот этих внешних признаков недостаточно? Да, я именно так и об этом я и говорю. Я исхожу из понятия целеполагания. В менеджменте есть такое понятие. Если вы ставите цель как бы заработать 1 миллион в жизни, вы, наверное, в этой жизни этот 1 миллион как-то все равно заработаете. Если вы не ставите такой целью, а вы ставите целью как бы двигаться в этом направлении и поддерживать как бы штаны, чтобы не спадали и так далее, то результат тоже будет такой. Поэтому как бы вот в каком смысле нужно рассуждать. То есть цель была заменить вывески, и вывески заменили, а не сохранить язык и увеличить количество его изучающих людей. Я правильно понял? Да, да. Ага. Цель была именно такая. Так, почему? Вот вы сказали, что людей не было, тех, которые могли бы быть в этом заинтересованы. А сейчас что-то изменилось разве? Разве эти люди появились? Да, во-первых, в мире появилось целое движение, которое уже обосновало и развивает понятие миноритарных языков, региональных языков, подписана хартия, и людей, которые в этой теме, и которые уже расценивают родные языки как объект, во-первых, нематериального культурного наследия своего региона, своей страны, сейчас стало много. И эти люди, они дают результат, их количество переходит в качество. И уже во многих странах мира это движение уже начинает приходить к тому, что требует от правительства правильных постановки к цели. Чтобы региональный язык увеличивался, нужно не просто вывески или обучение в школах обязательно или не обязательно, а нужно, во-первых, поставить цель о том, чтобы носителей стало больше, и те критерии, вот, например, мы знаем о том, что ЮНЕСКО свои критерии разработала о живучести языков. Например, башкирский язык относится к языку, который под угрозой риска. Так. И есть еще более худшие градации, которым может в дальнейшем перейти башкирский язык. Ну, то есть, например, я сейчас попытаюсь, да, расшифровать, что вы имеете в виду. Например, есть у нас Карелия, да, республика. Насколько я помню, там вот карело-финский язык, он практически не используется, и он совсем в плохой стадии находится, да, в этом смысле. Башкирский в более выгодном положении, потому что его носителей относительно много. А татарский наверняка еще в более лучшем положении, да, условно. Да. Вот об этом Бурятский, речь. так же, как и башкирский, также чувашский, они тоже находятся уже в списке ЮНЕСКО, атлас, так называемый атлас исчезающих языков. Хотя нельзя пока назвать башкирский исчезающим языком, но он там в отдельной, как раз-таки в отдельном параграфе, как языки, относящиеся к риску. Ага. Вот с этим исследованием ЮНЕСКО вы согласны? Все правильно посчитано и показано? Это исследование было в 2009 году. Этот атлас опубликован, башкирский язык там впервые появился под таким статусом. И за это время, за 10 лет, которые прошли с того времени, конечно же, много чего изменилось. И я считаю, что в реальности башкирский язык, скорее всего, перешел в более угрожающий статус. То есть процесс потери позиций продолжается последние 10 лет? Да, это очевидно. Ага. И если этот процесс продолжится вот в том же ритме, в котором сейчас он происходит, сколько лет еще нужно для того, чтобы вообще потерять язык, по вашим данным? Вообще, вот изменения в языке, которые вот уже начинают ощущаться в науке, в социологии языка, указаны вот 30, 50, 60 лет. То есть мы уже через 30 лет
если так все будет продолжаться, мы увидим, что, в общем-то, у башкирского языка уже как бы позиции сданы настолько, что здесь, наверное, ситуация безнадежная, и нужно просто его фиксировать и каким-то образом сохранить в виде какого-то памятника. Мгм. Но за какие-то там 5 лет, конечно, мы ничего не увидим. Мгм. Так, и вот почему этот процесс взял, скажем так, приобрел такие масштабы сейчас? Или я ошибаюсь? Или этот процесс шел все советские годы в том числе? Или все-таки вот скорость потери позиции языком в последние годы выросла, на ваш взгляд? Конечно, процесс шел и в советские годы, и в последние годы тоже скорость как бы... Одинаковая примерно? Да, шла примерно одинаково, и это касается не только башкирского языка, то же самое касается и татарского языка. Это все связано с урбанизацией и с изменением образа жизни носителей языка. Мгм. Поэтому здесь... Ну, то есть как это бы, объективный процесс, Да, ничего такой не процесс, сделаешь. который вообще-то сделаешь, потому что, как показывает международная практика, на государственном уровне, например, вот в стране Уэльс, это в Великобритании, Так. принимается стратегия развития уэльского языка до 2050 года. Ага. Она была вот принята буквально позапрошлом году. И там прямо сказано удвоить за этот период, вот за эти 30 лет, количество людей, жителей, владеющих вот этим миноритарным языком. Естественно, в этой стратегии расписано, как достичь этого результата, что делать, в том числе поддержка семей, где живут носители, поддержка школ, муниципальные какие-то программы и так далее. Но в целом встроены такие концепции. Мы знаем также опыт языка иврит, который также возродили, поэтому сделать можно и нужно, и поэтому как раз-таки принимаются такие вот государственные программы сохранения и развития языков, в том числе у нас в Республике Башкортостан. Ну вот в двух словах расскажите, в чем суть этих программ? Потому что мы часто слышим о том, что они существуют, что в мире есть опыт позитивный, а вот конкретно в чем он заключается? Вот несколько слов давайте скажем. Программы, они, я бы сказал, как такой вот метод государственного управления, они изобретены уже давно, используются. Есть разные программы, программа развития образования, программа развития культуры и искусства Республики Башкортостан. Не, сейчас все-таки речь шла про конкретные примеры. Вот Уэльс, да, вы привели в пример успешного развития. Или еще рано делать выводы о том, что у них все получилось? Конечно, рано делать выводы о том, что все получилось, но в рамках этой стратегии они принимают вот более мелкие программы, то есть там стратегия общая на 30 лет, они его разделили на шестилетки, на пятилетки, и вот принимают как бы еще внутренние госпрограммы. И вот у нас, например, тоже есть госпрограмма, Ага. которая тоже рассчитана на 6 лет, принята в прошлом году, в 2018 году и до 2024 года, но более объемлющей стратегии, то есть до 2050 года хотя бы, в отношении башкирского языка у нас, как в Уэльсе, нет. И вот в чем я вижу как бы вот такую вот ошибку. Должна быть стратегия, в котором указано действительно, к чему все-таки за более долгосрочный период мы должны прийти. А у нас горизонт планирования всего 6 лет. Понятно, что за 6 лет мы не увидим особых каких-то результатов поведения, изменений языкового поведения. Ну вот вы бы что предложили? Какую цель в конце поставить? В конце долгосрочной какой-то там амплитуды, там через 10 лет, через 20 лет? Я уже предложил. Когда разрабатывалась вот эта государственная программа, принятая в прошлом году в Республике Башкортостан, я конкретно предложил, например, увеличить количество, долю числа лиц, владеющих в Республике Башкортостан башкирским языком, на 5-10%. Сейчас у нас около 23% населения Республики Башкортостан в той или иной мере знает башкирский язык, и они указали это в данных переписи. И я предложил, чтобы через 6 лет у нас таких стало на 5-10% больше, и это более
объективный показатель успеха госпрограммы. Да, наверное. То есть, если больше людей сами укажут, что они владеют языком, это будет действительно таким критерием эффективности. Хорошо. А каким образом можно достичь за вот 10 лет увеличения на 10% числа людей, которые владеют языком? Вот здесь так уже начинается первый вопрос, первый ответ на тот вопрос, который вы сначала задали. Это тот вопрос по поводу обязательности и всеобщности владения государственным языком, и изучения языка в школах. То есть если государство, например, ставит такую задачу, повысить число владеющих башкирским языком. Кстати, а государство ставит такую задачу? Вы предложили, а государство согласилось или нет? Нет, Нет. к Так, сожалению, к этому не готовы. Так. Мгм. И одно из средств, это само собой понимается, что тогда пусть во всех школах республики и башкирский язык изучается как обязательно всеобщий предмет. То есть это само собой напрашивается. И вот тогда мы видим, что вот это обязательное изучение, да, оно нужно. Это не является самоцелью. Это является просто средством для достижения какой-то более глобальной цели, причем понятной, и с которой многие согласятся. Я считаю, что не только башкиры в Республике Башкортостан думают, что количество владеющих языком должно быть больше. Очень многие, кроме других национальностей, точно так же разделяют эту точку зрения и готовы какие-то тоже участвовать в госпрограмме и в каких-то действиях, чтобы это в будущем также произошло. Мгм. Ну и вот вы предлагаете увеличение на 10%, да? Говорите, что в школе изучать нужно, потому что есть люди, которые понимают эту необходимость. Но разве этого только достаточно? То есть как сделать так, чтобы отдельно взятый ребенок, его родители видели необходимость изучения языка? Не только потому, что просто надо его сохранить ради какой-то великой цели, а вот реально для себя. В чем должна быть какая-то необходимость и смысл? Естественно, это не единственная мера. В государственной программе там целый комплекс мер, чтобы это такое поведение популяризировать. Мое предложение было еще одно из предложений, чтобы действительно многие к этому стремились, и многие увидели в башкирском языке какие-то преимущества, о которых вы говорите. Это изменение, во-первых, языкового поведения наших властей. Дело в том, что язык — это средство власти, это понятно для власти. И использование башкирского языка властями, например, на уровне главы республики, на уровне председателя госсобрания или премьер-министра. То есть это, во время выступления говорить на языке? Вообще, так. это вот использование еще одного языка, это, во-первых, показывание примера для других чиновников, которые очень любят копировать своих вышестоящих начальников, но и вообще для всего остального населения. И, естественно, такое поведение нам демонстрировали почти все руководители, которые у нас руководили, Духамитова, например. Угу. И, естественно, тем самым они также укрепляли и усиливали свою власть, и также позиции башкирского языка. Поэтому это еще одна такая мера. Другая мера, естественно, это различные популяризации, кадровая подготовка. Если у нас есть блестящий учитель башкирского языка, специалист, да ради того, чтобы уже просто у него дети учились, к нему родители пойдут своих детей отдавать не из-за того, какой он предмет изучает, а просто на человека, к этому человеку. А есть такие люди? Есть. И есть именно учителя, пользующиеся популярностью. И к ним действительно с удовольствием и на урок дети ходят, и хотят отправлять к ним родители своих детей. С одним из разработчиков госпрограммы по сохранению и развитию государственных языков Республики Башкортостан Тимуром Мухтаровым мы продолжим говорить после перерыва на новости. Далеко не уходите и присылайте свои вопросы на номер для смс-сообщений +7 927 304 10 51.
Москве 13 часов 30 минут. На Эхе новости. Владимир Путин продлил на 5 лет полномочия Виктора Садовничева на посту ректора МГУ, а также ректора Санкт-Петербургского госуниверситета Николая Кропачева. Об этом только что сообщили информагентства. Россия объявила болгарского дипломата персоной нон-грата. В связи с этим посол Болгарии был вызван сегодня в МИД. Дипломат, которого хотят выслать, имеет тот же ранг, что и сотрудник российского диппредставительства в Софии, который был объявлен персоной нон-грата в конце октября. Его, напомню, обвинили в сборе информации, составляющей гостайну. Белоруссия никогда не войдет в состав любого государства, даже России. Об этом заявил Александр Лукашенко. При этом он не исключает, что на переговорах с Владимиром Путиным в субботу будет принято решение об интеграции. Лукашенко подчеркнул, что не будет подписывать документы, которые могут нанести вред Белоруссии. Бывшего фигуранта московского дела Даниила Конона отпустили из Тверского ОВД. Там в отношении него составили протокол об административном правонарушении и обязали явиться завтра, передает Интерфакс, ссылаясь на адвоката. По словам Конона, обвинили в нарушении установленного порядка проведения митинга. Совет судей России предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суды и тенденциозные публикации. Как пишет газета «Ведомости», об этом говорится в проекте «Концепция информационной политики. Судебная система на ближайшие десятилетия». Судьи считают, что освещать деятельность судебных органов необходимо, но без необоснованной критики. А правозащитник Иван Мельников считает это опасной тенденцией. Вообще, в принципе, участвую регулярно в процессах. Я приезжаю там поддерживать по своей линии. Бывает кого-то из граждан, да, которым требуется, так сказать, и поддержка гражданского общества, и средств массовой информации. Неоднократно благодаря такому вмешательству нам удавалось в том числе и жизни людям спасать. Потому что, когда ситуация выходит за грань разумного, там, в частности, сажают людей, инвалидов, которым угрожает их жизни там опасность, да, и мы не говорим только там про тех, условно, тот же Антон Мамаев, да, когда вот этот громкий случай там всколыхнул всю общественность. Таких случаев достаточно много. И благодаря именно вмешательству средств массовой информации что-то происходит и сдвигается с мертвой точки. По мнению Мельникова, судебная система сейчас старается быть все более закрытой. Государственный фонд кино в следующем году запустит программу поддержки региональных кинотеатров. По данным «Ведомостей», им будут предоставлять как российские, так и зарубежные фильмы. Программа затронет кинотеатры в малых городах, реконструкцию которых оплатило государство. В Париже полиция готовится к беспорядкам в день всеобщей забастовки. Металлические заграждения установлены на улицах, прилегающих к Елисейским полям. По маршруту следования колонна манифестантов, закрыты магазины, банки и рестораны. Закрыта сегодня и Эйфелева башня. Из-за забастовки полностью не работают 11 линий парижского метро. Участники акции протеста намерены выразить недовольство готовящейся пенсионной реформой. Официальный курс доллара на завтра 63 рубля 81 копейка, евро 70 рублей 72 копейки. Сейчас в Москве плюс 3 градуса, ночью обещают около нуля, завтра днем до плюс 2, местами небольшие осадки. Марина Старсина, служба информации, Эхо Москвы. Расслабьтесь. Пусть ваши деньги работают на вас. Как? Узнайте на бесплатном семинаре по основам инвестирования. Запись по телефону 216 11 22. Представитель учебного центра «Финам» в Уфе, ООО «Финам РБ», Цурюпы 75. 18+. Я, Николай Дроздов, много где встречал Новый год. У веселых папуасов, коренных эскимосов и даже у индийских мудрецов. Но самый лучший Новый год – дома. Дома от первого треста для счастливого Нового года. Подробности по телефону 222 0111. Застройщик ООО «Трест», номер 7, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не забудьте то, что есть интернет. Зачем теперь в аптеку выходить из дома? Закачивай себе приложение «Фармленд». Это выгодно и так удобно. Лекарства еще дешевле в мобильном приложении «Фармленд». Скачай, получи 100 баллов на бонусную карту. Подробности акции уточняйте в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Поздравляем всех с наступающим Новым годом и приглашаем отметить этот праздник в отеле «Уралтау». Вас ждут специальные условия для проведения новогодних торжеств. Вкусная кухня, радушный коллектив, праздничная новогодняя атмосфера. Приглашаем всех в гости. Ждем вас на Гоголя, 72. Подробности по телефону 281 11. В пятницу 6 декабря в гостях у «Эхо Москвы» директор уфимского филиала «Премьер БКС» Вадим Балтыров. Поговорим про индивидуальный инвестиционный счет. Слушайте эфир в пятницу в 8:45.
Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Орган. Ağza. Донорский орган. Донор ağzahı. Донорский орган. Донор ağzahı. В Башкирии провели рекордное количество пересадок донорских органов за год. Быйыл Башкортостанда донор ağzаларын күчереп ултырту рекорд күләмдә үткәрелгән. В Башкирии провели рекордное количество пересадок донорских органов за год. Быйыл Башкортостанда донор ağзаларын күчереп ултырту рекорд күләмдә үткәрелгән. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валеев. И в гостях нашей студии сегодня руководитель Координационного совета общественных организаций по развитию башкирского языка и культуры, один из разработчиков госпрограммы по сохранению и развитию языков республики на 19-24 годы, Тимур Мухтаров. Вот как раз у меня в руках находится, да, эта программа, довольно-таки большой документ. Хотелось бы какие-то детали, что ли, из нее услышать, да? Вот что? Понятно, вот вы говорите, что недостаточно в ней горизонт даже планирования небольшой, да? Не на 10, Да. не на 20 лет, а всего на 5. Ну хотя бы, вот что там уже есть такого, что может помочь? Я бы сейчас вот рассказал вот по этой госпрограмме о том, как она реализуется уже в этом году. Конкретно И же, на этом, тем более, да, год уже прошел. на этом материале вы могли бы уже, да, сделать выводы, сами слушатели. Вообще, госпрограмма, она предусматривает конкретное финансирование под каждое мероприятие. Список мероприятий у нас большой, там больше 50 мероприятий. И есть вот такие мероприятия стратегические, но которые вот никто другой не сделает, если их правительство не заложит в какой-то вот в такой вот документ. И, например, это мероприятие по созданию компьютерных возможностей функционирования башкирского языка в интернете. Вот вы знаете, например, существует машинный перевод, Google переводчик, Да. Яндекс переводчик. Мы понимаем, что Google не будет интересоваться миноритарными языками и пытаться у себя прикрутить к своему переводчику еще и башкирский. То же самое Яндекс. Они сделали, например, переводчик татарского языка, сделали переводчик башкирского языка, но он не работает, он работает плохо, и многие родители жалуются, дети жалуются, которые изучают башкирский язык, они хотели бы перевести текст, но переводится неправильно. В Яндексе? Да, в Яндекс.Переводчике. И вот, например, Татарстан за счет своей аналогичной госпрограммы сделал таки свой переводчик, онлайн-переводчик текстов на татарском языке. А также сейчас уже занимаются такими технологиями по синтезу и распознаванию речи. Ну, понимаете, Алиса, например, да, чтобы в будущем она будет говорить на татарском. Или там Алекс, например, распознавать татарскую речь. И это понятно, что наличие такой технологии, оно расширяет горизонты для развития всего. Ну, например, национального образования татарского или башкирского. А отсутствие такой технологии, оно нам закрывает дверь для оставляет планирования. позади эволюции, в общем. Да, и мы остаемся со старыми учебниками прошлого века на руках. Так вот, такие вещи, они должны быть заложены в госпрограмме. К сожалению, такие технологии развития, вот, научной разработки в этом направлении, они у нас в прошлом в госпрограммах не финансировались, хотя были заложены просто с нулевым финансированием. В этот раз, наконец-то, нам удалось научному сообществу включить вот эти разработки в государственную программу, и вот чтобы в этом году уже началась такая работа. Но, к сожалению,
из-за того, что у нас вот так устроен вот бюджет и так вот устроены главные распорядители бюджетных средств, мы в этом году, научное сообщество не получило 20 миллионов на начало работ по этому направлению. Почему? То есть конкурсные процедуры, вот это все? Да, вот это все. Мы понимаем, почему у нас асфальт кладут в ноябре прямо в снег, потому что конкурсные процедуры проходят именно когда уже кончается год. Точно так же у нас почему-то устроено, что конкурсные процедуры на вот эти работы, на научные вот эти разработки, они тоже почему-то проводятся то ли в сентябре, то ли в октябре, и за оставшийся период ученые уж должны поднапрячься и выдать чего-то. Но так не бывает. Научные разработки так не ведутся. И в результате наши бюджетные распорядители, которые получили эти деньги, это Академия наук Республики Башкортостан, они не смогли даже объявить этот тендер на эти работы в этом году. И в дальнейшем уже из-за того, что год закончился, этих работ не будет проведено, 20 миллионов научное сообщество не получит. И, естественно, но следующий год проведено. Это будет не заложено даже в бюджет. Обычно же как? Не освоил бюджет, значит, тебе деньги не нужны. В следующий год мы это не вносим в планы. Обещают, что перенесут на следующий год. Посмотрим. А вот мы пользуемся порой, когда готовим свою рубрику, говорим там по-башкирски, по-татарски и так далее, онлайн-переводчик huzlekbashkort.com. Вот есть такой ресурс в интернете, русско-башкирский онлайн-словарь. Конечно, это далеко от Яндекс.Переводчика или Google переводчика, но хоть что-то там есть в интернете. Я правильно понимаю, что это вообще какая-то частная разработка? Вы знаете такую? Да, эти словарики, это не машинные переводчики, делаются энтузиастами. Они просто берут, например, сканируют словарь башкирского, русско-башкирский словарь и заполняют базу данных, делают им оболочку, выставляют на сайт, и получается вот такой словарик. Я знаю много таких вот волонтеров, которые сделали свои проекты, но для того, чтобы сделать переводчик, а уж дальше, если вы хотите синтез и вообще все эти речевые технологии распознавания речи, это никакой волонтер и даже сообщество не потянет. И времени здесь нужен не 1 год. Это не асфальт положить. Это нужно пятилетка. В Татарстане, например, специальный институт работает, институт прикладной семиотики с начала 2000-х годов. То есть они к этому давно идут, и уже у них вот сейчас, наконец-то, они могут показать результат. А через некоторое время у них и Алекс, и Сири заговорят на татарском языке. Вот. А у нас никак к этому не могут приступить. Из-за того, что вот у нас такая вот неповоротливое такое государственное управление, вот этот менеджмент пресловутый. Ну, я так понимаю, вот эти клавиатуры для смартфонов, которые мы скачиваем, они тоже сделаны энтузиастами. Это не какое-то централизованное явление. Я вот как-то ставил на смартфон. Да, это вот есть такой Ильдар Кенебулатов, делал его команда целая. Но, к сожалению, они не получили за это никакой поддержки, и в дальнейшем тоже как бы в этом направлении они хотели сделать тоже по машинному переводчику проект, не получили вот этот грант, который вот они подавали на грант главы республики. А кто же эти гранты получает? Ведь нам действительно говорят, что есть гранты главы республики отдельные и как раз посвященные языкам. Их кому-то раздали в итоге. Да, их раздали. 25 организаций было в этом году, например. Целый перечень существует. Суммы такие довольно-таки солидные. Там и миллионы, 2. Миллионы, 2, 3, 6 миллионов даже есть. Но есть и 800, 700 тысяч, 300 тысяч. Получили такие вот гранты, ну, например, школы какие-то для проведения каких-то, например, разовых мероприятий. Получил, например, Национальная библиотека Республики Башкортостан. Получил, например, для проведения научной конференции «Башкирский язык и литература в условиях глобализации». Ну, опять разовые мероприятия. То есть, к сожалению, нету здесь именно таких проектов, которые бы могли стратегически на будущее заложить. Их вообще нет? Или они заявляются, но не получают? Или вот в чем причина? Ну вот, как я вам уже сказал, например, проект, который Кенебулатов выдвигал, именно создание машинного переводчика. Так. То есть, вполне конкретная вещь. Да, это нужная вещь. Он не прошел.
выбрали какие-то другие. Не прошел, как он объяснял, вы общаетесь, я не знаю, формальные признаки, не так бумаги заполнил, или посчитали, что вот не надо ему денег дать? В чем причина истинная это все-таки? Формальной причины, там был первый этап, где отсеивались неправильно сделанные заявки. Вот, я говорю, не те буквы, не те слова. Там, насколько я знаю, там прошел. А дальше уже не прошел, потому что отобрали организации по какому-то, видимо, своему принципу, и наукой здесь, скажем так, не пахнет, и какими-то вот такими стратегическими проектами, которые нам действительно нужны. Вот я поэтому критикую вот эти системы этих грантов. Они, к сожалению, нам дают только вот сиюминутный эффект и больше пиар, какие-то символические акции. Ну, вот я как свидетель могу сказать, да, что эти гранты действительно отбираются некими экспертами, которые и не являются зачастую экспертами, да, потому что вот им дают, скажем так, 10-20 каких-то проектов и говорят, оцените. И если человек не разбирается конкретно в языках, а ему эти вещи дают, он может ошибиться, выставляя оценки. Я вот здесь прав или нет? То есть зачастую не те люди оценивают в принципе. Или вы не знакомы с этой системой, как происходит? Нет, я знаком с этой системой. Я понимаю, есть там и те люди, которые вполне знают, о чем идет речь, и они выставляют оценки, но большинство там состоит чиновники, которые вообще-то по команде голосуют, а команда им приходится вверху за кого голосовать. Ну, я так я полагаю, я никого не обвиняю, но я полагаю, что происходит это именно так. Вот мы с вами констатируем, что в принципе улучшений особых у нас нет в плане языков вот уже много лет. Но между тем в регионе руководство поменялось год назад. Вот с тех пор понятно, что каких-то глобальных изменений, наверное, произойти не могло бы, даже если бы очень хотелось. Но чувствуете ли вы, что есть желание какое-то у нового руководства региона? Или в принципе все так же формально, как и раньше происходит? Да, я чувствую, что есть желание, но нет понимания, как это сделать. Дело в том, что, опять-таки, чтобы произвести какие-то изменения в языковой ситуации, нужны не только как бы квалифицированные, грамотные кадры, нужно еще и определенное время, чтобы эти люди как бы въехали в ту тематику, которой придется заниматься. Но у нас нету ни того, ни другого. Ну, например, возьмем, например, создание фонда башкирского языка. Фонд башкирского языка возглавила учитель башкирского языка Гульназ Юсупова, есть такая. Вот. Она проводила бесплатные курсы башкирского языка, вот, но, к сожалению, нету, допустим, у нее такого опыта, например, участия как бы в каких-то вот проектах, именно там по реализации государственной программы, или же, например, в проектах тоже выполнения грантов по языкам Республики Башкортостан. У нее как бы есть вот участие вот в одном волонтерском вот обществе, клубе башкирского языка. И чтобы вот дойти до того периода, да, до такого вот квалификации, чтобы как бы организовать на должном уровне работу, чтобы как можно больше людей подключить к этому, к сожалению, для этого потребуется любому человеку очень-очень много времени. Ну, я, например, шел к этому 10 лет. Когда я узнал, что ЮНЕСКО включила наш башкирский язык в список исчезающих, вот тогда я проснулся и начал что-то делать. Да, и сейчас я пришел вот к вам в студию в том числе. Я понимаю, что год назад я не знал того, что я узнал за этот год. Вот настолько как бы много всего пришлось узнать и на практике проверить. Кстати, вот как вы оцениваете такие инициативы, да и реальные поступки? Вот у нас Ростислав Мурзаголов, в частности, то и дело там то запустит, то сам поучаствует во всяких флешмобах, то песни споет, то стихотворение на башкирском языке прочитают, и все это в интернетах выкладывается. Денег никаких не требуется вроде бы, но какое-то количество людей видят, что люди пытаются на башкирском говорить, что говорят на башкирском. На ваш взгляд, эти вещи имеют смысл?
Да, я называю это меры символического характера. Это из того же разряда мер, как и, например, участие главы республики в башкирском диктанте, или создание вот этого фонда, или же вот попытки вот выступления в госсобрании или там в районах на башкирском языке. Кстати, как вам эти попытки? То есть, понятно, и сам Хабиров, в общем, скромничает и говорит, что, в общем, не знает хорошо языка. Это нормально, на ваш взгляд? Конечно, это ненормально. Я уже об этом как бы говорил, о том, что если глава соседней республики, например, из Татарстана, приезжая к нам, говорит на татарском языке, наш глава как-то должен эту эстафету принять, вызов, и тоже говорить на башкирском языке. Но этого не происходит. И, естественно, как бы мы здесь видим, и те же чиновники, они видят, что башкирский язык — это не настолько серьезная вещь, потому что... А куда деваться? Ну, не владеет человек в совершенстве языком, ну вот не пользовался он им много лет, ну что ж поделать? Ну вот, скажем так, здесь мы не можем, конечно, ему выставить такие вот претензии, типа вот уходи, потому что ты не владеешь и так далее. Вот мы понимаем, это было как бы последствием вот всей этой урбанизации, всей этой вот как бы истории. Вот. Поэтому на этом как бы мы останавливаться не можем, но, естественно, мы должны ему сказать, что ну, все-таки надо побольше стараться, да, стараться побольше это делать. Вот. И это происходит, но говорят депутаты в госсобрании, говорят в райсобраниях, районных советах и так далее. Началась эта работа. Но при этом мы не видим, что возник спрос на переводчиков. Вот. Я, допустим, понимаю, что вслед за тем, что кто-то начинает там использовать, начинает спрос. И к нам, например, как бы приходят ко мне люди и говорят там, или звонят, вот, предложите, пожалуйста, и переводчиков. Но такого нет. Значит, это как бы, опять-таки, мера, которая не дает именно реального эффекта. Более реальный эффект имеют стратегические меры и меры законодательного характера. А вот ведь эта же история, она еще и другую имеет плоскость. Вот я помню летом, сейчас, к сожалению, не скажу, какое было мероприятие, но некоторые известные люди, русские, пришли на это мероприятие и услышали выступающих, которые говорили на башкирском языке. Синхронного перевода на русский язык не было. И вполне, в общем, закономерно они задали вопрос, да, в соцсетях. А почему это происходит? Мы находимся на территории России, где государственный язык русский, а перед нами выступают на башкирском языке, не переводя свою речь, не предоставляя перевод. Ведь они тоже правы по-своему. Да, правы. И я считаю, что синхронный перевод обязательно должен быть. Это уже проблема сейчас не только этих людей, которых вы говорите, это любой иностранец, приезжая к нам, вынужден как бы страдать от отсутствия синхронного переводчика. Это очень как с русского, так и с башкирского. Да, это очень большая кадровая проблема. И вот по поводу подготовки кадров я, например, тоже хотел бы сказать вам такие примеры. Вот. У нас очень плохая, как бы вот сейчас политика ведется вот с подготовкой кадров вот в филиалах, например, нашего, то есть, допустим, Башгу, которая расположена в городах. Что вот. не так? У нас, например, перестали, допустим, приниматься новые специалисты, новые абитуриенты в городах. Уменьшился вообще прием на специальности, связанные с родными языками. Например, в Бирске прекратилось полностью свое существование в 2017 году кафедра марийского языка родного. То есть у марийцев республики не осталось вообще своей? Нет, не осталось подготовки кадров с высшим образованием. Теперь Сибай на грани закрытия. У них в этом году только 10 заочников приняли. Все. И оттуда уже разъезжаются квалифицированные преподаватели из СибГУ. Неблагоприятная обстановка в Бирске. У них тоже всего 13 человек наочно принято. И в Стерлитамаке там есть татарская, чувашская и башкирская. Тоже там застой. А наоборот должен быть рост после того, как вот этот спад был. Но этого роста в 2019 году не произошло. Ага, а это кто решает, региональная власть или федеральная все-таки? Региональная власть может заказать подготовку кадров, и это она уже сделала. Я знаю, в БГПУ 35 мест уже в этом году выделили для факультета башкирской филологии, и также в БГУ для нашего уфимского татарской кафедры выделено еще на следующий год, восстановлено заочное отделение. И теперь там будет 15 заочников и еще примерно столько же очников. И
видно, что идет рост. Но у нас опять только Уфа все собирает. А в городах, если у нас не будет специалистов с высшим образованием готовиться, то эти города никогда потом не смогут говорить на этих языках. Там не будет кому даже прийти, обратиться и сказать, вот, как это будет на башкирском или там, на татарском и так далее. Мгм. У нас совсем немного времени остается. Вот что вы скажете родителям, да? Понятно, что дети, которые только-только в школу идут, они, ну, не всегда понимают, что им на самом деле нужно. Вот, а родителям что вы скажете? Почему их детям стоит внимание обратить на изучение родного языка? Ну, я так скажу. Родные языки — это же все-таки такие вот нематериальные культурные ценности. Это как, скажем, вот есть люди, которые вот в городах вводят своих детей в музыкальную школу. Вот. Они понимают, что в деревне, если бы он жил, он бы никогда не смог воспользоваться этой преимуществом. То же самое с родным языком. Это такое преимущество, которое нужно брать, пока оно вообще-то есть. То есть осознать, что это преимущество. Да, это преимущество. Вот у меня дети оба, ну, все билингвы, и я ощущаю это преимущество. Вот допустим, у меня ребенок читает, например, книги, учебники на башкирском языке, и он совершенно по-другому готовится, и у него лучшая успеваемость. У него родной это язык. Хотя все остальные дети там, например, ну, по обычным школьным русским учебникам учатся. Ну и тогда в связи с этим все-таки еще вот у нас время есть. Зачастую учителя в школах средних, они, опять же, родители жалуются, да, они не преподают так, чтобы это было интересно, да, а преподают это по остаточному принципу, типа нас самих заставляют, вот мы вас заставляем, а давайте-ка что-нибудь поделаем на башкирском языке. Эта проблема, она существует, на ваш взгляд? Конечно, существует, и ответ на нее тоже должен быть в стратегии, в госпрограмме, потому что всем понятно, что подготовка кадров — это настолько важная вещь, нужно не только эти кадры подготовить, потом их обеспечить работой, и еще достойной оплатой. И все эти расходы должны быть заложены, просчитаны вперед. Ну вот открыли у нас, допустим, еще дополнительно 35 мест в БГПУ или на татарском 30 мест. Ну, это же должны быть потом, как бы, этим людям не пришлось бы уехать куда-то в Москву или там в другие страны. Поэтому и повышение оплаты труда, это тоже здесь в этом стоит, в этом ряду. Ну что ж, будем заканчивать. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя, кандидата социологических наук, руководителя Координационного совета общественных организаций по развитию башкирского языка и культуры Тимура Мухтарова. И всех, кто был сегодня с нами, также благодарю. Хорошего дня, до свидания. Спасибо. Никакого секрета.